Древний Таллин, столица Эстонской Советской Социалистической Республики, одной из 15 равноправных республик страны Советов. Город насчитывает около полумиллиона жителей. Делегацию принял председатель Президиума Верховного Совета Эстонии Кэбин. В беседе участвовал сопровождавший делегацию в поездке по стране депутат Верховного Совета СССР Мачалин. Товарищ Кэбин рассказал гостям о деятельности высшего органа государственной власти республики, о работе его постоянных комиссий, о достижениях советской Эстонии. Бывший отсталый хуторской край сегодня по производству электроэнергии на душу населения занимает первое место среди союзных республик и третье в мире после Норвегии и Канады. Неузнаваемо преобразилась деревня. Дома со всеми удобствами для каждой семьи. Высокопродуктивные агропромышленные комплексы. Эстония – это еще и морские ворота нашей страны. Монгольские друзья посетили одно из хозяйств республики, рыболовецкий колхоз имени Кирова. Более четверти века им бессменно руководит Оскар Кууль, депутат Верховного Совета СССР. Рыболовство – традиционный промысел эстонцев. В колхозе построен свой консервный завод. Его продукция за последние 10 лет возросла почти в 4 раза. Доходы колхоза составляют десятки миллионов рублей. Таллин входит в число 20 городов Советского Союза, где много исторических памятников архитектуры. Один из них – ратуша. В ней размещается исполнительный комитет городского совета народных депутатов. Гостей принял председатель исполкома Норок. В решениях всех больших и малых задач важная роль принадлежит местным советам, постоянным депутатским комиссиям. В центре их внимания неукоснительное выполнение наказов трудящихся, которые выдвигаются избирателями в период выборной кампании. Осень пришла на знаменитое Певческое поле. Здесь, в дни традиционных праздников песни, не бывает свободных мест. В Эстонии 10 тысяч коллективов художественной самодеятельности охватывают без малого 250 000 человек. В праздник вылилась и Олимпийская морская регата, которая проводилась в 1980 году в Таллине.